С 1 января 2024 года будут увеличены размеры пособий. Какие именно и с какими запросами обращаются в фонд граждане, об этом поговорим с заместителем председателя фонда соцстрахования и труда Ирмой Чантурия. Итак, поговорим о выплатах, которыми порадуют в новом году. Я знаю, что запланировано повышение пособий при рождении ребенка для работающих и неработающих родителей. Давайте с этого начнем наш разговор. Что нового ждет граждан? Добрый день, уважаемая Нала, уважаемые слушатели. В этом году, как и в предыдущие 22-23 годы, мы постарались немного произвести повышение социальных пособий на рождение ребенка и не только. Поэтому было повышено пособие с 13 500 рублей до 22 тысяч рублей. А сейчас, буквально на днях, Кабинет министров постановил повышение, которое будет с января 2024 года производиться при выплатах пособий на рождение ребенка до 27 тысяч для работающих граждан Республики Абхазия и до 22 тысяч повышение было 10 200, потом мы повысили до 17 тысяч, и сейчас уже с января будут выплаты равны 22 тысяч для неработающих граждан. Вот такая новость. Думаю, что порадует наших граждан, молодые семьи. Но, конечно, это незначительное повышение, учитывая инфляцию и рост цен, и, в общем, экономическое положение в республике. Но, тем не менее, это будет небольшое подспорье, скажем так. Помимо этого у нас было произведено повышение выплат по пособию по уходу за ребенком для работающих женщин до 7 тысяч рублей. В целом, по расходам в этом году у нас повышение наблюдается наших расходов более чем на 45%. При увеличении доходной части около 20%. Это на сегодняшний день у нас расходы по выплатам пособий в фонде составили 149 миллионов 470 тысяч 492 рубля, а доходная наша часть составила 154 миллионов 984 тысячи рублей. Вот такое вот положение. А долги перед фондом есть у многих? Вот как в этом обстоит дела? Какая ситуация в этом? С долгами тоже ситуация сложная. Более 40 миллионов имеют страхователи задолженность перед фондом социального страхования. Мы работаем над тем, чтобы реструктуризацию долгов произвести, возврат этих долгов. Фонд хотел это сделать для того, чтобы в дальнейшем производили повышение пособий. Все это взаимосвязано одно с другим, поэтому у нас более 40 миллионов задолженности перед фондом. Очень большой долг госкомпании «Черноморэнерго», более 16 миллионов, составляет на сегодняшний день их задолженность. Помимо этого, другие фирмы, организации имеют долги, Список должников, в общем, большой, вы хотите сказать? Список должников очень большой. Ежеквартально, после предоставления отчетности фонд пишет письма в Министерство по налогам. На основании данных писем
выставляются инкассовые поручения. Это имеет свое действие, да, и в этом году около 7 миллионов возвращено из старых задолженностей. Вот на сегодняшний день 7 миллионов у нас задолженность прошлых лет возвращена. Ну, в суды в этом году мы не подавали на организации, мы не судились по возврату задолженности. Ну, потому как пока с налоговой работаем во взаимодействии, и на основании вот этих писем происходят небольшие возвраты задолженности. Здесь существует такого рода проблема, что очень большое количество организаций, они уже закрыты и не существует. И найти кого-либо для того, чтобы в тот же суд на них подать или в налоговой, никакой уже информации нет, потому как фирма прекратила существование для организации. Да, они давно прекратили существование, и долги висят уже более... Ну, вот за все послевоенное время. Вот эти суммы, они накапливались, и сегодня это составляет более 40 миллионов. Перед фондом такая вот задолженность. А если представить, что эти деньги вернули бы, вот какие возможности были бы, допустим, у фонда? Ну, вот на эту сумму наши возможности улучшились бы. Мы бы смогли бы еще больше произвести какие-то акции такого плана, которые бы благоприятно действовали бы на наше население. А вот разовые акции, соцстрах занимается вот такими разовыми акциями, выплаты к Новому году? Или... Нет, у нас таких акций нет. У нас есть постановление Кабинета министров, которое является нашим так главным, скажем, документом, да, где расписаны 8 видов социальных пособий по тем пособиям, по которым мы производим выплаты. И наш бюджет в виде закона принимается на парламенте. По каждой статье планируется сумма, производится аналитика предыдущих лет, и на основании вот таких вот расчетов мы планируем расходы будущего года, так как и прошлые годы, так и на 2024 год. Наш бюджет уже в Кабинете министров утвержден. Я думаю, скоро будет сессия парламента, и там же тоже будут приняты новые параметры. А вот какие у вас ожидания от нового финансового документа, главного финансового документа, от бюджета? Что там по вашей части изменится? У нас значительно повысится бюджет следующего года, более чем на 30%, как по доходной части, так и по расходной. Поэтому мы, я думаю, что увеличим, мы уже увеличили с учетом тех постановлений, которые приняты, да, вот о которых я сейчас говорила. У нас на следующий год наш бюджет составляет 197 миллионов. Поэтому повысили пособие как по уходу, так и по рождаемости. Вот то, о чем я говорила выше. Мы с вами подробно еще говорили о путевках на санаторно-курортное лечение, что запрос от населения очень большой был последние годы, очень и вы большой, даже увеличили финансирование вот этой части. Сейчас вот по итогам года, если говорить, как вы оцениваете это направление вашей работы? Ну, по итогам 2023 года, вот на сегодняшний день, у нас на санаторно-курортное лечение отправлено 304 человека вот на сегодня. У нас они как бы текучка, да, и в разработке имеется сейчас около 15 дел, запросов, заявок по санаторно-курортному лечению. То, что
было направлено на данный вид пособия около 23 миллионов 860 тысяч. Но я говорила уже ранее и сейчас еще раз повторяю, что в связи с тем, что запрос очень велик на санаторно-курортное лечение, и в связи с тем, что граждане наши хотят получать санаторно-курортное лечение хорошего уровня, соответственно, и стоимость санаторно-курортных путевок повысилась, поэтому мы взяли раньше, если фонд оплачивал 70% от стоимости путевок, то мы вынуждены довести эту сумму до 50%. Фонд оплачивает, потому как я вот говорю, у нас значительное количество выплат. Все эти выплаты мы производим своевременно. У нас никаких задолженностей на сегодня перед страхователями нашими нет. Если все документы подаются правильно оформленным, пакет документов подается в фонд, то в течение 3-4 максимум рабочих дней выплаты производятся на счет работодателя. Я знаю, что вы внесли еще и изменения в отношении людей, которые были отправлены на санаторно-курортное лечение в течение 2 лет подряд. Вы имеете право им отказать, потому как охватить большее количество населения. Да, мы в свое положение о санаторно-курортном лечении внесли такую поправку, потому как у нас очень много желающих из года в год. Да, мы бы рады, но нам хотелось бы охватить как можно большее количество людей, потому фонд вынужден был внести такую поправку. Люди, которые 2 года подряд ездили на санаторно-курортное лечение за счет фонда социального страхования, мы вправе им отказать. Поэтому есть такая поправка, да, иногда мы вынуждены ее применять, но она буквально год как всего существует. Это в начале этого года мы направление внесли такое изменение. Если оглянуться назад, вот за почти уже год завершается, что бы вы выделили самое главное, что произошло в работе фонда, вот в вашей деятельности? Какое событие вы бы отметили? У нас, я считаю, много приятных событий для работников и для жителей нашей республики произошло. Те повышения, о которых я сказала. Помимо этого, в этом году у нас в бюджете впервые за долгие годы была внесена такая статья, как детский лагерь. Хочется отметить, пользуясь случаем, или обратиться, да, к тем бизнесменам, которые занимаются строительством домов отдыха и объектов размещения. Оздоровительной сферы, обратиться. У нас, к сожалению, у нас в стране нет ни одного санатория, нет ни одного объекта, именно чтобы круглый год принимал он детишек наших. Молодежи это необходимо в том плане, что, во-первых, общение, во-вторых, оздоровление. В этом году был проведен лагерь. Более 860 детей были приняты, и мы планировали 3 потока провести, но вынуждены были еще 1 поток добавить в связи с тем, что был очень высокий запрос в летнее время. К сожалению, незначительно мы не смогли охватить все летние месяцы, а только с июля месяца по август у нас было 3 потока по неделе, по 10 дней. Дети очень довольны. На базе частной школы «Альфа» был проведен лагерь с погружением в абхазский язык. В игровой форме с детьми проводились всевозможные занятия.
детям рассказывалось о традициях, обычаях, разучивались игры наши национальные, как типа АМТ-Кача и другие. Была набрана очень хорошая, профессиональная, подготовленная команда молодых кураторов. И отзывы этот лагерь имел наилучшие. Мы на следующий год тоже запланировали в бюджете следующего года, но хотим в разы увеличить количество детишек. Около 2000 детей, наверное, мы постараемся на следующий год по данной программе принять. Отзывы действительно хорошие. Да. Я могу подтвердить от своих знакомых, чьи дети в этом лагере были. Особенно да, дети начали очень рады. говорить на абхазском. Это было очень отрадно. А еще это хорошая помощь для работающих родителей, которые не знают, что летом делать с детьми, на какие занятия их отправить. Вот так, чтобы они весь рабочий день были где-то под присмотром, заняты и получали знания. Задействованы. Во-первых, на следующий год мы хотим провести немного в другом формате НАЛА. Дело в том, что в этом году у нас был лагерь с 9 утра до 6 вечера. Вот именно рабочее время. И были только жители города Сухум, или если кто-либо мог организовать здесь проживание детишек у родственников. На следующий же год мы хотим охватить наши села и ребят из сел пригласить в данный лагерь для того, чтобы все равно дети в селах говорят лучше, чище на абхазском, и чтобы они как-то сдружились, как-то какие-то, во-первых, чисто языковые свои навыки улучшили. Ну, я говорю, хочется, пользуясь моментом, огромную благодарность выразить Дауте Фатиме, которая очень хорошую команду кураторов подобрала. И я же еще раз повторяюсь, все дети и их родители только положительные отзывы были. Что касается организации всевозможных каких-то игр, занятия проводились в такой игровой форме. Дети, еще раз повторяюсь, были очень-очень довольны, всем понравилось, и родители радовались, что многие детишки заговорили по-абхазски благодаря вот этим занятиям. Это, конечно, приятно было. С пользой провели летний отдых. Как я понимаю, это будет такой традицией уже. Очень хотелось бы, чтобы это было традицией, но опять же, я говорю, нам нужно соответствующее помещение, соответствующий объект нужен для такого размещения детей. То есть соцстрах готов оплачивать, и нужно найти подходящее помещение в летнее время, потому как каникулы у детей в летнее время. Да, конечно. Проблема в организации. Мы готовы участвовать и в социальных проектах такого масштаба, безусловно. А возможности для того, чтобы организовать такие проекты, они появились каким образом? Высвободились какие-то средства в фонде соцстрахования? Это все появилось благодаря тому, что я же говорю, мы стали в более тесном взаимодействии работать с плательщиками страховых взносов, с работодателями. Любой руководитель, когда он уверен в том, что те взносы, которые он оплачивает в фонд социального страхования, со сторицей к нему вернутся в виде пособий для его же сотрудников при наступлении того или иного страхового случая, конечно, он будет с большим, скажем, рвением платить данные взносы. Мы какое-то время, лет 5 назад, даже как-то мы пытались чуть-чуть те, кто не платит, кто является недобросовестными плательщиками взносов, как-то через их работников на них
воздействовать. Может быть, это немного неправильно, но тем не менее... Приходится искать механизмы разные. Приходят, да, и такие механизмы, они имели свой положительный результат. Вот сейчас как-то по доходной части у нас немного улучшение, гораздо лучшая ситуация по сравнению с предыдущими годами. У нас в прошлом году доходная часть была выполнена на 119%. У нас благодаря этому какой-то резерв финансовый образовался, который мы смогли потом в начале года, потому как в начале года поступление незначительное в фонд социального страхования, мы смогли эти средства использовать. Я же говорю, в течение всего года без задержек, вовремя были оплачены все виды пособия. Во-первых, у нас по уходу за ребенком, я же говорю, почти более 30 миллионов выплатили данный вид пособия. Это же тоже большое подспорье молодым семьям. 7 тысяч ежемесячно выплачивается работающей маме, которая остается, которая находится в отпуске по уходу за малышом. Эти ребенком. Пособия тоже будут повышены в новом году по уходу за ребенком для работающих? Мы хотим, но мы должны уметь правильно рассчитать, чтобы не получилось так, что мы повысим, а потом у нас какие-то могут быть трудности с финансированием. Трудности с финансированием. И пока, я думаю, что посмотрим конец первого квартала следующего года, посмотрим, каковы будут наши финансовые результаты, и в связи с этим мы будем, конечно, предпринимать усилия для улучшения страхового финансирования для наших работающих граждан. Это безусловно. И очень коротко, завершая наш разговор, по рождаемости цифры очень сложно точно получить у нас в стране. Вот вы что видите? Есть такой всплеск рождаемости? Нет, Нала, к сожалению, я уже неоднократно об этом говорила. Всплеска рождаемости нет, но последние годы, во-первых, у нас в фонде значительно все это повысилось по рождению ребенка. В Министерстве соцзащиты много программ по тоже помощи. Я думаю, что все это вместе возымеет свое действие. Я думаю, что да, вот сейчас по результатам года посмотрим, как у нас ситуация какова будет. Но на сегодняшний день мы выплатили пособие по рождению ребенка 700 человек. 700 человек получили данный вид пособия через фонд. Спасибо. Какие пособия повысят с Нового года и с какими запросами обращаются в фонд соцстрахования граждане? Об этом поговорили с заместителем председателя фонда соцстрахования и труда Абхазии Ирмой Чантурия. С вами был